Здравствуйте. Давайте поговорим о событиях в Беларуси, либо точнее об одном событии, которое произошло буквально вчера, точнее новость, которая пришла вчера. Ну а сама история, она идет, уходит своими корнями в начало декабря 2019 года. Да, действительно, заголовок данного видео «Девочку жалко, оскорбила белорусский язык, осталась без работы». Но если расширить тему, то была любителем русского мира, вылетела с работы, но, скорее всего, с волчьим билетом, причем с хорошей работой. И первая часть – это просто описание ситуации видео. Вторая часть – на основе этого нескольких других фактов я попробую обобщить и сделать вывод о том, как работает белорусская государственная машина в данном направлении, потому что есть много споров, есть ли там мягкая белорусизация, что идет в Беларуси, какие процессы по отношению к национальному языку, национальной культуре и так далее и тому подобное. Итак, с чего все началось? Все началось со стандартного, прошу прощения, срачика в социальных сетях. Когда в начале декабря одна молодая женщина заявила в комментариях, что белорусский язык быдлый язык, ну и уродский, ну и так далее. То есть оскорбила белорусский язык. Вот, пожалуйста, перед вами, в принципе, скриншот. Ее сразу предупредили о том, что, девушка, вы как бы так поосторожней, потому что за это есть ответственность согласно белорусскому законодательству. На что она, в принципе, не отреагировала. В той же самой ветке она заявила о том, что Украина и Белоруссия уже вырастила поколение отборных безголовых фашистов. Обе страны стали позором, посмешищем. И поэтому, говорю, мне стыдно, что 50 на 50 и украинка и белоруска. То есть, да, она имеет еще и украинские корни. Вот. Как бы там ни было, с ней попытались поговорить, на нее попытались выйти в том числе журналисты, сказать, что понимаешь, что за это тоже есть ответственность, надо быть поосторожнее хотя бы на поворотах. На что девушка рассмеялась, сказала, что ничего мне не будет и так далее и тому подобное. И дальше события начали развиваться, в принципе, в полном соответствии с белорусским менталитетом и с тем, как, в принципе, поступает Беларусь. То есть можно было бы, естественно, выяснить, тем более, что выяснили, кто она, там, узнать, где живет. Нет, зачем? Белорусы взяли и просто отдали эту проблему на откуп, если можно так сказать, правоохранительным органам. Просто накатали за яму. Дальше работа милиции. Дальше милиция быстренько выясняет по социальной сети и айпишники и так далее, выясняет, действительно ли эта женщина, она является тем, кем признавалась, то есть госпожа Ольга Малкина, так ее зовут. Я думаю, что мир должен знать имя всей героини. И дальше начинается интересно, то есть просто с него возбуждается дело, правда, административное, ей светит штраф до 270 белорусских рублей, это около 130 баксов. Учитывая, что девушка работала в IT-сфере, тот не такой большой, но в принципе больно. И да, я не оговорился, работала, потому что данная новость, она достаточно быстро приходит к работодателю. Работодатель никто иной, как одна из крупнейших IT-компаний, это EPAM, которая имеет представительство в Беларуси, в Украине, в ряде других стран. Что делает руководство EPAM? Руководство EPAM быстренько разрывает трудовой договор и заявляет профильному изданию DFBY, что трудовые отношения были прекращены по соглашению сторон. Мы уважаем право каждого человека на неприкосновенность частной жизни и информации. Согласно политике компании не комментируем детали. Но с другой стороны, в другом комментарии написано, что в EPAM уникальная корпоративная культура, ценности, этические нормы, которые разделяют и с пониманием понимают сотрудники по всему миру. Все эти ценности прописаны в нашем Code of Conduct и в том числе распространяются на высказывания в социальных сетях. То есть, что произошло? Девочка, которая имела неосторожность, назовем так, быковать в социальных сетях и наезжать на белорусский язык, наезжать на Беларусь, Украину, наезжать на национальные чувства, она вначале вылетела с работы, а следом ей, скорее всего, прилетит еще и штраф. А дальше, учитывая, скажем так, хоть и большое распространение, большое количество программистов и IT-контор в Беларуси, но все-таки это отдельная тусовка, и то, что госпожа Малкина стала уже своеобразным мемом, я думаю, что вылетела с работы она, скорее всего, с волчьим билетом. То есть устроиться в какую-нибудь белорусскую контору у нее, мягко говоря, вряд ли получится. И дальше возникает вопрос, а что с ней делать? У девочки есть дальше несколько выводов. Первое, это попытаться подать в белорусский суд и восстановиться на работе. Но те, кто знаком с белорусской Фемидой, я думаю, что на этом моменте они немножко, скажем так, засмеются. Второй вариант – найти другую работу в Беларуси. Тоже, скажем, интересный вариант.
Поскольку этого нет, то следующий вариант – это уехать, например, в Российскую Федерацию, ну, допустим, в Крым развивать эти отрасли поджатого полуострова или так далее, либо же поехать еще дальше, стать, например, министром цифровой информации, так называемых ЛНР, ДНР. Там ее оторвут с руками, ну, как бы там ни было, все будет прекрасно. Но еще один вариант, учитывая украинские корни, это приехать в Украину, подать заявление в суд, например, в Печерский районный суд, заявление о том, что она была оскорблена белорусскими властями, далее заявить, что она подверглась политическим преследованиям, ну, возможно, познакомиться с кем-то из депутатов Верховной Рады и стать, например, советником комитета по внешней политике, либо помощником депутата. Почему бы нет? Такой вариант тоже стоит рассматривать. Но на этом можно было бы поставить точку. Но проблема, или же не проблема, я бы сказал, что это уже не проблема, а это как раз таки неплохая вещь, это работа белорусской системы. Ну, во-первых, если заметить, что происходит, трансформация, которая происходит в Беларуси, там, о росте популярности национальной культуры, о том, что она стала модной, это можно уже говорить, в принципе, ну, вполне нормально и как свершившийся факт. Просто подтверждением тому может служить, например, даже развитие бизнеса по продаже этноодежды, этнических сувениров и так далее и тому подобное, символики. При том, что если на украинском рынке, например, могу взять украинскую вышиванку по стоимости $10, причем с ручной вышивкой 10-12, с доставкой и так далее, вот, то заказать белорусскую мне вряд ли удастся поместиться хотя бы в 100. То есть да, уровень цен намного выше. Это означает, что есть спрос, это означает, что есть этот бизнес реально по состоянию на сегодня весьма и весьма прибылен, и это означает, что да, такие, скажем так, элементы присутствуют. Ну и что еще можно сказать? Ну даже можно посмотреть на национальный флаг, прошу прощения, в Беларуси ни одна контора этого не делает, на количество национальных флагов, например, на похоронах Калиновского в Вильне. То есть, прошу прощения, мало того, что энное количество людей, то есть несколько тысяч человек выехало в столицу соседнего государства на похорон национального героя за свои деньги, естественно, но кроме того у них оказалась еще символика, которую тоже надо где-то найти, где-то купить. То есть это тоже говорит об определенных изменениях в общественных настроениях. Ну и плюс ко всему, что национальный язык, национальная культура, они упомянуты как основа независимости, концепции информационной безопасности Беларуси и так далее и тому подобное. Но при всем том, говорить о том, что власть совершила резкий поворот, пока что не приходится. Но, в принципе, скорее всего, не придется. Почему? Дело в том, что власть в Беларуси авторитарна по своей сути. И в условиях авторитарной власти, вот помните мультик про Маугли, Акела промахнулся. Вот Акела промахнуться не может, альфа-самец не может ошибиться с выбором. Президент в авторитарном государстве не может сказать, что я ошибался, там, например, в 1995 году, проводя референдум. Поэтому да, окружение Лукашенко видит опасность от того, что грань культурная размывается, но при этом с этой опасностью они работают немножко по-своему. То есть, например, с точки зрения массового культпродукта, ну, если можно назвать его культурным, это сериалы, шоу и так далее, российского производства, происходит плавная замена на украинский, потому что для тех, кто не знает, например, в декабре 2019 года было интервью посла Беларуси в Украине господина Сокола, где он сказал, что, например, в Беларуси уже получили разрешение на вещание 6 украинских каналов. Но в первую очередь это те, которые как раз-таки транслируют музыку, которые транслируют различные талант-шоу, которые транслируют развлекательный контент. И более того, господин Сокол озвучил желание Беларуси более привлекать украинскую массовую культуру, потому что, мол, белорусы соскучились по качественному культурному продукту. То есть, если учесть, что в Беларуси есть, скажем так, белорусский, который, само собой, качественный, а вторая альтернатива – это российский, и если украинский показан как более качественный, соответственно, о российском, как говорится, помолчим. То есть, да, есть путь на замещение. Это в том числе уход от российских рамок восприятия добра и зла, от российских рамок, скажем так, культурного мира, то есть восприятия культурного кода. А с другой стороны, возникает вопрос, что будет с белорусским языком, с белорусской культурой и так далее. Да, осторожно, поворот есть. Но в этом отношении, снова-таки, власть не будет стимулировать белорусизацию. Но как выйти из ситуации, когда ты не можешь себе позволить или не хочешь себе позволить резкий разворот, но чтобы случался аккуратненький дрейф? В таком случае белорусская власть традиционно использует метод, так сказать, реакции на обращение граждан. То есть гражданин обратился, все сделали. То есть заметил, в Беларуси буквально несколько человек, то есть их относительно немного, которые регулярно пишут жалобы на отсутствие, например, бланка по-белорусски, на обслуживание на русском языке, когда ты обратился по-белорусски.
И последние несколько лет реакция есть. То же самое по остальным направлениям. То есть есть конфликт, есть проблема, обращаешься, если ты не политизируешь, то, скорее всего, пусть не сразу, но реакция будет. И это, да, по состоянию на сегодня, это государственная политика. По одной простой причине, что такой дрейф необходим не из-за того, что Лукашенко там воспылал любовью ко всему белорусскому. Нет, это необходимо просто в том числе для сохранения власти существующим элитам в условиях давления со стороны Российской Федерации. Потому что Россия сегодня воспринимается как раз таки как наибольшая угроза, наибольшее зло. Ну и, естественно, когда есть такая угроза, необходимо создавать социальную базу, точнее, необходимо изменять социальную базу так, чтобы российское влияние не имело к кому апеллировать, либо российские тезисы. Поэтому, в принципе, все это происходит логично. С другой стороны, резкий разворот, он будет опасен, в том числе и политически, потому что, ну, прошу прощения, клямку может снести в Кремле, не будь посчитать, что надо защищать, как говорится, русскоязычных, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, снова-таки, это еще один пункт насчет того, что резкого разворота не будет, но с другой стороны, это и возможность для тех, кто рассчитывает на, скажем так, на плавный, аккуратный поворот в лучшую сторону. То есть, как говорится, все в твоих руках, есть лист бумаги, есть ручка, там, либо есть компьютер, ради бога пиши обращение, либо организуй сам. То есть, по большому счету, вероятность того, что будет противодействие власти, если сравнить ситуацию 2020 года и ситуацию, например, 2012-2013, она в десятки раз меньше. Поэтому, да, такой вариант есть и такой вариант существует. С другой стороны, если ситуация будет дальше накаляться, то, в принципе, возможен и более резкий поворот, более резкая демонстрация, но и плюс ко всему не стоит забывать еще того, что возможны и, назовем так, асимметричные ходы. То есть нельзя, да, в Беларуси русский язык является государственным, белорусские чиновники говорят о том, что русская культура якобы наша, но русская культура Беларуси, вот именно белорусская культура, она несколько отличается от российской культуры, и поэтому, ну, в принципе, я не исключаю варианта, что рано или поздно, например, белорусские власти, об этом я уже говорил в одном из видео, например, возьмутся за правописание либо словарный запас русского языка. Ну, те же самые слова шуфляда, там бывай, там и так далее, тому подобное, они вдруг станут именно русскими словами. Например, слово «благо», оно, ну, получит логичное свое звучание, логично свое объяснение, как это понимает каждый из белорусских язычных. Плохо, ужасно. Ну, в таком случае, например, тот же самый лозунг «Во благо Великой России» будет звучать вполне органично, и вот в таком формате, например, я его прекрасно воспринимаю. Вот, то есть, возможно ли это? Ну, в ближайшее время нет, но в будущем почему бы нет? Потому что с точки зрения обычной логики, кто имеет право устанавливать нормы языка? Государство, в котором этот язык является государственным. Белоруссия русский государственный. Почему бы нет? Почему бы не начать, назовем так, определенную реформу по сближению белорусского и русского языков? Ну, только не белорусский подвигать, а русский. Вот. А что касается, еще раз, национальных символов, национальной гордости, отношения к национальной культуре, то эти процессы идут независимо от государства. То есть есть определенные, несмотря на подавляющую русификацию по состоянию на сегодня, есть одно очень интересное событие, либо один очень интересный процесс, когда белорусскость, белорусская культура свое становится модным, становится затребованным, когда люди за него готовы платить свои деньги, которые они заработали, это уже более осознанный выбор. И то, что белорусскость становится модной, то, что белорусскость приходит как культура городов, это достаточно интересный процесс. Другой вопрос, что процесс, увы, медленный, и этот процесс надо стимулировать. Но тут, как говорится, еще раз повторю, что все у нас в руках. Ну, а товарищами Запоребрика, ну как, пример госпожи Малкиной, он достаточно хорош. То есть кусать локти, рвать волосы, сыпать проклятиями, сидя в большой великой России, так называемой, ради бога, ребята, пожалуйста, делайте. Но приехав в Беларусь, попытавшись тут работать, если ты будешь таким образом быковать, рано или поздно можно, ну, нарваться на реакцию, какая это будет реакция. Пример с той же самой госпожи Малкиной прекрасно показывает. То есть ты, скорее всего, потеряешь работу, и очень может быть, что ты еще попадешь под белорусскую репрессивную машину. Как бы там ни было, не забываем, что система авторитарна, и в этой системе, если есть политическая воля, то правоохранительная система, судебная система работает как часы, достаточно быстро и достаточно жестко. На этом у меня все. Всего вам доброго, радости, счастья, улыбок.
Но, естественно, не забывать о своих корнях. Видео понравилось, лайкайте, комментируйте, отсылайте за поребрик, пусть товарищи порадуются. Просто шарьте, потому что страна должна знать своих героев, и, в принципе, мем Ольга Малкина, это он должен стать известным. Шарить можно как в Украине, я думаю, украинцам это будет приятно, тем более, что девушка говорит, что она наполовину украинка. Ну, так и в Беларуси, в России, чтобы другим было неповадно, чтобы другие знали. Вот. И, естественно, подписывайтесь на мой канал на Патреоне, ну, кроме подписки на YouTube, само собой, потому что подписка на Патреоне, она стимулирует меня записывать все новые и новые видео. Всего вам наилучшего.